Добрый день, уважаемые коллеги, профессиональное сообщество Республики Коми. Мы рады приветствовать вас на круглом столе, который проводит Коми Республиканский институт развития образования. В центре нашего внимания, конечно же, республиканский конкурс, который был посвящен выявлению поддержки и продвижению лучших практик, мероприятий, программ в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся. А также нам было очень важно рассмотреть вопросы, которые касались распространения лучших практик. Поэтому мы очень рады, что мы такое решение приняли. И сегодня вместе с победителями данного конкурса мы проводим круглый стол. Для нас формат круглого стола очень важен с точки зрения действительно обсуждения не только проблем в области профилактики безнадзорности и правонарушений совершеннолетних, а выявления именно системы работы на уровне дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, специальных коррекционных школ и детских домов. И, конечно, очень важно, что сегодня мы вместе с вами, благодаря профессиональной модерации, будем именно обсуждать, рассматривать и принимать очень важные профессиональные решения, которые касаются системных решений в данной непростой для нас сфере. Я хочу представить модераторов нашего круглого стола. Это Аверин Александр Викторович, заведующий Центром научно-методического сопровождения программ и проектов в области образования Института развития образования. И Наталья Александровна Савенко, заведующая Центром сопровождения специального и инклюзивного образования Коми Республиканского института развития образования. Очень важно, что сегодня вместе с нами работает и профессиональный эксперт. С нами Антонина Николаевна Евсеева, которая в настоящее время является доцентом кафедры социальной работы и психологии Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина, кандидат психологических наук. Антонина Николаевна имеет очень большой профессиональный опыт сопровождения системы подготовки кадров для системы образования и дальнейшего сопровождения наших педагогических работников. И, конечно, Антонина Николаевна являлась и экспертом нашей республиканской комиссии, которая действительно очень профессионально, грамотно выстроила работу по оценке тех мероприятий, тех программ, которые представляли наши коллеги. Итак, уважаемые коллеги, конечно, я хочу напомнить те задачи, которые стояли перед участниками данного конкурса. Это выявление эффективных региональных практик и инициатив, а также инструментов решения актуальных задач, которые связаны с профилактикой безнадзорности и правонарушений. Это создание системного механизма уже внедрения региональных практик и инициатив. И мы, конечно, очень надеемся, что наш круглый стол, который сейчас идет в онлайн-формате, он будет профессионально значим для всех коллег. Я хочу напомнить, что на нашем разделе «Профессиональный видеозал» запись данного круглого стола будет сохранена, и она будет доступна всем представителям педагогического сообщества в течение еще долгого времени. Еще одна очень важная задача – это, конечно, повышение компетенции субъектов профилактики в решении задач, связанных с конструированием позитивного опыта социальной адаптации несовершеннолетних и, конечно же, тиражирование лучших региональных практик и инициатив. Мы хотим сказать, что круглый стол – только начало практики тиражирования, потому что в октябре мы на площадке нашего форума образования, государства и общества обязательно будем продолжать обсуждение региональных практик и системных механизмов. Мы очень надеемся, что все наши победители конкурса уже будут планировать присутствие на региональной площадке форума.
Что очень важно, уважаемые коллеги, что участниками нашего конкурса были и классные руководители, и социальные педагоги, педагоги-психологи, и воспитатели. И очень важно, что поступила 101 работа из 8 муниципальных образований, а также принимали участие в конкурсе представители детских домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представители специальных коррекционных школ и школ-интернатов, а также профессиональные образовательные организации. Наиболее активно принимали участие представители таких муниципалитетов. Это Усинск, Ухта, Сыктывдинский район, Сыктывкар, Воркута, Усть-Куломский район, Прилузский район, Краткеровский район. По результатам конкурса 23 педагогических работника признаны победителями в 2 номинациях. В номинации «Лучшее мероприятие» мы выделяем 8 работ. И лучшая программа – это 15 педагогов, которые представили уже системные программы. Итак, наш круглый стол – это первый этап представления лучших практик. Уважаемые коллеги, как я уже сказала, на портале «Открытое образование Республики Коми» в разделе «Лучшие практики» будут представлены все работы наших победителей. На форуме мы будем продолжать обсуждение. А сегодня нам важно провести действительно профессиональную модерацию с участием и нашего эксперта, и наших представителей образовательных организаций, которые будут представлять опыт, которые будут представлять системные решения, а роль модераторов и экспертов, она заключается именно в профессиональных и выводах, в профессиональной позиции, именно согласно которой мы будем понимать, каким образом в дальнейшем мы можем данные практики и тиражировать, и включать в работу организации Республики Коми. Итак, уважаемые коллеги, я передаю слово нашим профессиональным модераторам для того, чтобы основные задачи для наших выступающих и для наших участников были обозначены. Я думаю, что будет круглый стол очень интересен, значим для нас. Я надеюсь, что в дальнейшем, уважаемые коллеги, вы обсудите результаты круглого стола с педагогическими коллективами. Спасибо. Начинаем работу круглого стола. Александр Викторович, я прошу начать профессиональную модерацию. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Действительно, мы провели, наверное, такое первое республиканское мероприятие, которое позволило нам определить вообще наличествующую практику в образовательных организациях по профилактике беснадзорности и, соответственно, правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся. Ну, от имени и оргкомитета, и уже членов жюри я приветствую на настоящий момент всех вас и, конечно же, Дину Васильевну, которая вместе с нами в эфире. Добрый день, мы рады, что вы к нам сегодня присоединились, и будем ждать уже в данном случае момента, когда вы нам расскажете о вашей практике, которая стала непосредственно победителем в рамках данного конкурса. Уважаемые друзья, я полагаю, что данный конкурс станет непосредственно традиционным для нашей непосредственно системы образования, и наша с вами задача как раз понять на настоящий момент, насколько мы действительно работаем в системе в рамках именно профилактики данных социальных негативных явлений среди детей и подростков. Что мы, как педагогическая общественность, в настоящий момент можем предложить в качестве лучших практик? В данном случае, как мы их можем тиражировать? И уже Галина Владимировна в своем приветственном слове обозначила, что мы обязательно проведем в рамках форума самостоятельную площадку, которая будет посвящена в данном случае и этим вопросам, новым подходам, техникам и так далее. И для того, чтобы завершить такую вступительную часть непосредственно в рамках наших итогов конкурса, я хочу прокомментировать один этап, который был, так скажем, промежуточным между экспертизой и приемом документов. Это техническая экспертиза.
достаточно большого количества участников возникли вопросы относительно ее проведения, но поскольку она была регламентирована положением, почему некоторые работы не прошли в данном случае на следующий этап. Для того, чтобы прокомментировать позицию и оргкомитета, мне хотелось бы обозначить, что самое главное – это, конечно же, соответствие тематике конкурса и соответствие тем положениям, которые были указаны в 120-м ФЗ от 24 июня 1999 года об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Поскольку данный конкурс он возник не случайно, и мы фактически его проводили в связи с определенными комплексными планами. И данное мероприятие рассматривалось в данном случае как одно из таковых. Мы действительно исходили из того понимания, насколько представляемая практика является в данном случае системной, с одной стороны, с другой стороны, позволяющей действительно решать вопросы, связанные с профилактикой безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся. Поэтому комплексные программы или отдельные мероприятия, которые частично либо косвенно касались основной тематики конкурса, в этом отношении, конечно же, не проходили техническую экспертизу и в дальнейшем уже в конкурсе не принимали участие. Думаю, что со стороны оргкомитета на следующий год мы действительно проведем более полную разъяснительную работу, в данном случае по подготовке конкурсных материалов. Ну а прежде чем мы начнем, собственно, основную часть нашего, в данном случае, круглого стола, мне хотелось бы передать слово еще одному важному человеку, который также является модератором круглого стола. Одновременно Наталья Александровна является и соорганизатором данного республиканского конкурса. Я передаю ей слово для приветствия всех участников круглого стола. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень приятно, что сегодня мы проводим такое большое и значимое мероприятие. Данный конкурс показал достаточно неплохие, скажем так, на первый раз результаты. Поддерживаю абсолютно Александра Викторовича в том, что, скорее всего, данный конкурс будет включен в ежегодное направление и будут ежегодно проходить конкурс по данному направлению, так как все-таки профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей, не только обучающихся в общеобразовательных организациях, но и, безусловно, в детских домах, интернатах, коррекционных школах. Это очень важный фактор и очень важное направление. Ну, а сейчас мы, пожалуй, начнем уже наш круглый стол. И первое слово мы предоставим. Наверное, давайте мы начнем с общих моментов, да, для того, чтобы действительно начать. Уважаемые друзья, я, конечно же, призываю всех вас задавать вопросы непосредственно в чате, потому что здесь присутствует и модератор, и эксперт, которые являлись непосредственно членами жюри конкурса, и поэтому, если у вас есть вопросы, вы можете задавать их непосредственно в чате, либо в специальной вкладке «Вопросы». Мы готовы будем на них непосредственно ответить. Уважаемые коллеги, конечно же, мы начнем с вами сегодня рассматривать, наверное, самых общих таких подходов, почему же все-таки такие явления характерны для детства и, соответственно, для подростничества, а также какие, возможно, причины обуславливают, собственно, появление безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Мне хотелось бы, чтобы вы сейчас в чате непосредственно обозначили, как, по вашему мнению, что же является в данном случае определяющим. Например, если говорить о факторах, да, обусловлено ли это какими-то наследственными характеристиками? Мы понимаем, что, конечно же, в большей степени, может быть, и нет. Но какие средовые, так скажем, да, факторы обуславливают появление подобных в данном случае моментов? Если хотите, вы можете отметить свои варианты ответов или предложить мнение в чате, мы обязательно их в данном случае обсудим. Этот вопрос мне хотелось бы в самом начале адресовать нашему эксперту Антонине Николаевне Евсеевой, кандидату психологических наук, которая действительно много времени занимается вопросами девиантологии и, соответственно, участвует в профессиональной подготовке психологов, которые также в данном случае включаются в сопровождение данной категории детей. Добрый день, Антонина Николаевна. Мы рады приветствовать вас в стенах нашего института и на круглом столе. Скажите, пожалуйста, вот как вам кажется, какие, наверное, главные факторы вообще, по вашему мнению, обуславливают появление безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних? Что, по вашему мнению, может быть ведущим и так далее?
Мгм. Ну, я для начала, наверное, поздороваюсь со всеми нашими участниками и выражу им огромную благодарность и вообще большой комплимент в том плане, что конкурс состоялся в разгар учебного года, и все участники нашли в себе смелость и, самое главное, время для того, чтобы в этом конкурсе поучаствовать. Спасибо вам большое. А с другой стороны, это такое веяние времени, когда от нас требуют некоторого такого нового взгляда в плане проектирования своей деятельности и нахождения в этой работе каких-то новых направлений, новых, может быть, изюминок в той категории детей, о которой мы говорим. Категория, конечно, сложная, она была, есть и будет, и в стерильном обществе без такой категории мы жить, конечно, не будем. Другое время, что в социуме в связи с теми событиями, которые в нем происходят, очень волнообразно появляется то больше, то меньше по статистике таких детей. Самое главное, вот какие подходы найти нам с вами, чтобы минимизировать это количество. Так вот, что касается научных исследований, они, конечно, были и есть, и мы их проводим, и однозначно одним из самых главных факторов, и вы это знаете по своим детям, это, конечно, корни проблемы идут только из семьи, поскольку все остальные социальные институты – это помогающие субъекты в воспитательной деятельности. Мы можем только помогать этим институтам. Другое дело, как они принимают эту помощь, в том числе, в первую очередь, это родители. Вот последние научные исследования наших студентов, которые подтверждают общие научные работы о том, что при анкетировании, например, взаимоотношения родителей и детей, вот в девиантных семьях, в асоциальных семьях, родители говорят о том, что они воспитывались вот их родителями, ну, можно честно сказать, с оценкой 2. То есть на вопрос, сколько времени вам уделяли родители, как вы проводили свободное время, чему вас родители научили. То есть по многим вопросам стоял просто большой-большой минус. И вот эта модель поведения собственных родителей отражается на следующих поколениях, на вот детях, которые мы с вами имеем. То есть в результате ну, такого антивоспитания дети практически не научаются ни учиться, ни полезно проводить время. Поэтому вот наши исследовательские работы наших студентов многочисленные, опять-таки, подтверждают то, что основной фактор – это все-таки мама с папой, которые в недостаточном количестве времени уделяют внимание своим детям. Некоторые не знают, как это делать. Вот поэтому, работая в тесной связке с социальными службами города Сыктывкара, наши студенты пишут тоже проекты, мы их стараемся внедрять для того, чтобы в содействии со школой те дети, которые стоят на учете, которые есть в банке данных из семей СОП по микрорайонам города, внедрять эти проекты для профилактики как раз безнадзорности и асоциального поведения. Но, может быть, про эти новинки мы поговорим несколько позже, когда послушаем о том, о чем нам скажут участники проекта. Да, спасибо, Антонина Николаевна. Уважаемая Дина Васильевна, может быть, мы хотим сейчас вам тоже предоставить слово, потому что вы являетесь нашим активным участником, находитесь в эфире. Что, по вашему мнению, является в качестве ведущих факторов, обуславливающих появление безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних? Дело в том, что вы работаете непосредственно не в общеобразовательной школе, а, получается, в специально-коррекционной школе. То есть у вас... Как вы считаете? Ну, я освещу немного тогда особенности нашего контингента. Мы хотели бы услышать пока ответ только на ваш вопрос, а потом на наши вопросы, а потом уже предоставить вам слово, представить свой опыт.
начнем по очереди, что, как мне кажется, определяющим являются индивидуальные психофизические особенности, без сомнения. Окружение играет огромную роль, в том числе семейное окружение, компания по месту жительства. Вот такие, наверное, да, имеют место быть такие причины. Спасибо, Дина Васильевна. К нам присоединилась еще в чате Наталья Алимовна Чеботарева. Она тоже является призером в данном случае, насколько мне помнится, республиканского конкурса, и она обозначает факторы предпочтения свободного образа жизни, нежелание находиться в государственном учреждении и биологический фактор. Но Наталья Алимовна тоже работает уже в учреждении, которое относится к типу детских домов для детей, оставшихся без попечения родителей. Уважаемые коллеги, вот у нас в этом году появились, собственно, первые работы, которые как раз касаются формирования определенного отношения к праву, определенного правопослушного поведения в рамках дошкольного детства. И вот в настоящий момент нам хотелось бы предоставить слово, но это будет такая видеозапись, участника республиканского конкурса Елены Евгеньевны Долгановой и в целом всего коллектива детского сада общеобразовательного вида номер 24 города Устинска, который как раз представит в данном случае систему работы с дошкольниками. Обратите, пожалуйста, внимание на видеозапись. Старший воспитатель детского сада номер 24 города Усинска. В соответствии с Всемирной организацией здравоохранения, здоровая семья – это семья, не подверженная деструктивному психологическому, психическому и социальному влиянию и способная воспитывать здоровое поколение. В связи с этим в современном обществе каждая третья семья имеет риск перехода в категорию семей СОП и группы риска. На сегодняшний день в учреждении 3 семьи, находящиеся на учете. Дискуссионные технологии в формате родительского клуба «Первые ласточки». Суть и ценность технологий заключается в том, что родители самостоятельно находят пути решения волнующих проблем в ходе порой острых дискуссионных обсуждений в родительском сообществе. В детском саду успешно и эффективно работает служба примирения и медиации под руководством опытного педагога-психолога. Организована эффективная профилактическая работа по предотвращению конфликтных ситуаций среди участников образовательного процесса. Психокоррекционные и реабилитационные технологии с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, из семей СОП и группы риска. Широко применяется песочная терапия. Оказывается психолого-педагогическая помощь детям и родителям. Волонтерство как технология, направленная на социально-коммуникативное развитие ребенка, приобщение к морально-нравственным нормам поведения. В рамках волонтерской деятельности в течение 2020-2021 учебного года создано 5 видеопроектов, которые освещены на сайте детского сада, посвященных социально значимым проблемам с целью привлечения общественности и формирования у дошкольников делать добрые дела, вставать на защиту слабого. Например, проблема одиноких людей. Камилочка, как ты думаешь, плохо ли быть одиноким? Ну, если одиноким, найти друзей, это будет веселей, так и дружней, и подружиться можно. Кирочка, как ты думаешь, плохо ли быть одиноким? Да. А ты знаешь таких людей, кто живет один и кому одиноко? Могут быть одинокие бабушки, дети. А что нужно сделать, чтобы помочь таким людям? Можно им сделать подарок. А можно ли просто, может быть, позвонить, да, оказать им какое-то внимание, правда? Технологии с использованием средств массовой информации, видеоблоги, записанные совместно с детьми. Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на нашем видеоканале детского сада «Светлячок». 11 января – Международный день спасибо. Ульяночка, сегодня необычный день. Сегодня Международный день спасибо.
А скажи, пожалуйста, как часто ты говоришь слово «спасибо»? Я говорю спасибо, когда мама мне дает покушать, и я все съедаю. Говорю спасибо. Я говорю, Девочки, а что бы вы хотели пожелать всем людям? будьте вежливы, будьте добры, будьте внимательны, берегите себя. Говорите спасибо! В 2021-2022 учебном году планируем создать клуб детской журналистики. В учреждении создано 15 кружков, секций и студий с учетом интересов и потребностей детей и родителей с охватом воспитанников более 90%. Эффективно применяя на практике инновационные технологии, учреждение распространяет опыт работы на мероприятиях различного уровня. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я расскажу вам об использовании метода проектной деятельности, в соответствии с которым было представлено занятие на конкурсе в номинации «Лучшее мероприятие». Долгосрочный проект, реализованный в течение года, направлен на воспитание и развитие социально адаптированной личности ребенка, на предупреждение агрессивного поведения в образовательной среде, состоял из цикла мероприятий. Церемонии вступления в отряд волонтеров «Лучики добра», волонтерской акции по приобщению всех участников образовательного процесса к здоровому образу жизни, экологической акции «Наш цветущий детский сад», цикла занятий по формированию социального поведения, образовательной деятельности, представленной на конкурс, знают взрослые и дети о правах, что защищают всех на свете, и итогового мероприятия волонтерского проекта в форме видеофильма «Волонтеры добра». Таким образом, проектная деятельность, включающая разнообразные формы взаимодействия взрослого и ребенка, способствует преодолению социальной дезадаптации особых категорий детей, воздействует на формирование личности ребенка, являются профилактикой девиантного и противоправного поведения воспитанников. По итогам проектной деятельности в группе нет конфликтов. У детей сложились устойчивые представления о социально-нравственном поведении, потребность делать добрые поступки. Спасибо большое нашему участнику. Замечательные мероприятия, которые необходимы, нужны. И, как правильно все заметили, конечно же, главным фактором, основным фактором является все-таки биологическая семья, семья, в которой находится ребенок, его окружение и влияние семьи на развитие ребенка, на его понимание правовых норм. Семья, да, является важным фактором, и родители, те люди, которые должны дать своим детям непосредственно основу и базу правовых каких-то основ и понимания жития в обществе и общения с другими людьми. В нашей республике существует 3 больших консультационных центра по работе с родителями, по консультированию родителей по различным вопросам. Это методические вопросы, это вопросы психолого-педагогического сопровождения, консультирования различными специалистами, в том числе по семейным взаимоотношениям, по помощи родителям при каких-либо проблемах в подростковом возрасте с детьми и при каких-либо проблемах в семье. То есть обратиться родители могут абсолютно бесплатно в наши центры. Один из центров находится у нас в Республиканском КОМе, Республиканском институте развития образования. Это РКЦ, Республиканский консультационный центр, является как бы основой. Обратиться могут абсолютно любые родители за любой помощью к психологам по семейному воспитанию, то есть абсолютно по любому вопросу, в том числе, если возникают уже проблемы.
Потом могут обратиться сами педагоги, если возникают какие-либо серьезные проблемы и не могут найти выход из сложившейся ситуации. Специалисты всегда придут на помощь абсолютно бесплатно. Это может быть звонок по телефону, это можно записаться на сайте центра, получить письменный какой-то ответ, можно получить консультацию непосредственно очно, можно получить консультацию через онлайн-трансляцию, то есть, ну, как удобно, WhatsApp, там, телефон, то есть как удобно при любой сложившейся ситуации. Поэтому, если, конечно же, возникают такие вот проблемы, надо не ждать, когда уже там совсем сложно будет, а обращаться, конечно же, и учить наших родителей, учить наших педагогов обращаться за помощью. К сожалению, не все и не всегда могут это делать, не все научены этому. Это вот уже по, скажем так, по опыту работы нашего центра, который работает с 2019 года, можно сказать, что родители, к сожалению, крайне редко обращаются, только когда уже действительно какая-то ситуация выходит уже за рамки. Не тогда, когда появляются первые звоночки, когда можно было бы решить ситуацию и выйти достаточно положительно из этого направления. Поэтому призываем всех, в том числе наших специалистов, обращайтесь, если возникают ситуации. И я так думаю, что в диалоге всегда можно найти какое-то решение достаточно оптимальное и качественное. Спасибо большое за внимание, Александр Викторович. Ну, мы с вами стали свидетелями, конечно же, практики, которая применяется в дошкольных образовательных организациях. В данном случае была представлена система. Антонина Николаевна, у меня вопрос следующий тогда к вам. Скажите, пожалуйста, а что может стать, допустим, таким вот маркером фактически или тем вот как раз звоночком, условно говоря, для учителя, например, начальных классов, который может как раз свидетельствовать о том, что ребенок потенциально может входить в группу риска именно по безнадзорности, по правонарушению и так далее. По сути, что к окончанию дошкольного возраста должно с точки зрения, может быть, развития его морального сознания, в целом поведения сформироваться? На что нужно обратить внимание? Ну, в начальном звене, мы знаем, и наши педагоги знают, есть особенности детского возраста, да, поэтому к окончанию начального звена мы должны ребенка как бы вместе с родителями вместить в те рамки норм и правил социума, в котором он живет. Что касается этих звоночков, вот нередко родители обращаются по поводу того, что в школе возник конфликт, вот он там дерется. Но опять-таки в силу возраста начального звена вот эта куча мала, когда дети устраивают вот эти потасовки, кучу малу, да, если они эпизодические, то это как бы явление времени и этого возраста. Если же эта дрочливость проявляется систематически, или оскорбление детей, или вот порча имущества своих же одноклассников, которые вместе с ним, то здесь уже нужно обязательно обратить внимание и что-то с этой ситуацией делать. Или, например, дети, у них сейчас, у многих, естественно, практически у всех телефоны, и они могут похвастаться, что вот он поджигал кошке хвост, и она так дома бегала, и вот это вызывает у него радость и смех. Опять-таки, нужно посмотреть, в связи с чем ребенок это сотворил, что еще подобного он может проявлять, даже не только по отношению к животным, а вот и к своим одноклассникам или детям из параллельных классов. Или, например, есть вариант, когда ребенок достаточно слезлив, вот любое замечание, там, любая неполученная звездочка вызывает слезы или агрессию. Даже вот здесь тоже нужно посмотреть, поговорить с ребенком. Дети этого возраста еще очень открыты. Они расскажут все, что надо и что не надо. И всегда в большинстве случаев выявляется тот момент, что все-таки обстановка в доме ребенка неблагополучная. То есть там взаимоотношения между супругами, взаимоотношения родителей-ребенок нарушены.
Поэтому, конечно, опять мы возвращаемся к тому же. Работать нужно с родителями. Но тут хочу немножко вот отойти в сторону того, а как работать с родителями. Естественно, в лоб сказать, что вы такие-то и такие-то, давая оценку, что вы не состоялись как родители, как говорил Ушинский, большинство из них приходит в родительство не со знаком качества, мы не можем. Да, и с этической точки зрения, и с педагогической точки зрения. Но вот научить, как жить в мире и согласии со своим ребенком через формат родительских собраний, но не в той форме, в которой мы проводим обычно. Это лекция, я говорю, они слушают, кто-то не слушает после работы, он уже дремлет и думает: Господи, зачем я сюда пришел, отпустите меня. Да, поэтому, конечно, нужно переходить в интерактив. Опять-таки, очень удобна форма ответы-вопросы, но опять-таки, чтобы родители раскрылись, для начала можно перейти к обсуждению трудных ситуаций вот в диаде родитель-ребенок, которые есть обычные, типичные. Вот, например, при выполнении домашних заданий, да, как у ребенка посадить без скандала за домашние задания, а потом перейти вот к кейсам тем же самым, да, это расширенные такие трудные ситуации, которые бывают, с продолжением уже в ситуации, которые происходят в семьях. Да? Вот это дает наибольший эффект, потому в этом плане мы не читаем родителю мораль, мы вместе с ним решаем, как быть в той или иной трудной ситуации. Мы его научаем, и он научается на этом собрании через опыт других родителей. Спасибо, Антонина Николаевна. То есть правильно ли я понимаю, что, по сути, мы говорим уже, если претендуем на какую-то системность, о двух параллельных линиях. То есть мы работаем одновременно со школьниками, одновременно тогда с их родителями. Да. Конечно же, мы говорим о том, что это должна быть определенная система, неоднократная. И, конечно же, мы говорим о том, что любые ситуации не должны игнорироваться, они должны быть замечены в данном случае и каким-то образом в первую очередь обсуждены с самим ребенком. Обязательно. И когда, по сути, наверное, то или иное факт поведения и так далее приходит уже в какое-то системное качество или приобретает системное качество, это становится уже действительно тревогой по факту развития. Ну и, конечно же, Да, конечно. Я вот тут еще добавлю, вот у нас в случае каких-то ситуаций нестандартных в школе, да, мы типично, родители, переходим как бы в позицию нападающего и начинаем применять карательные меры к ребенку, да. Вот из таких случаев совсем недавно ребенок разбил в школе окно, ну, естественно, звонок пошел домой, ребенка нет, родители в полном негодовании начали бомбить школу, где ребенок, там тоже сказали, ушел со школы, а ребенок, оказывается, просто боится идти домой. То есть тот вариант, когда ребенок совершил какое-то действие и знает, что он будет наказан, и к нему будут применены неимоверно какие санкции, вот это самоощущение не дает пойти ему домой. А кто, как не родители, могут решить с ним эту проблему вот, ну, достаточно позитивно. Спасибо. Уважаемые друзья, но нужно отметить, уже говорила Наталья Александровна, что действительно педагогические работники и детских домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и специальных коррекционных школ, школ-интернатов приняли активное участие в республиканском конкурсе. И наш следующий блок, как раз сегодняшний практик, будет посвящен как раз работе именно с людьми, которые представляют в данном случае эти образовательные организации. И вот для продолжения, конечно же, я хотел бы сейчас передать слово Дине Васильевне. Уважаемая Дина Васильевна, мы еще раз вас приветствуем, мы передаем вам слово и возможность представить вашу практику. И, конечно же, благодарим за то, что вы приняли участие, и надеемся на дальнейшее сотрудничество, а также представление вашего опыта, в том числе и на секции, которая будет в рамках форума. Ну, а мы с Натальей Александровной в большей степени, потому что она работает с данным учреждением, и, конечно же, будет сейчас, собственно, обсуждать ту практику, которую представит. Дина Васильевна, вам слово, пожалуйста. Спасибо большое. Я для начала остановлюсь на контингенте наших обучающихся.
И зависла. Так лучше, да? А есть? Презентация. Не получается, видимо. Ольга Генриха. Не получается. Включить. Если они ее не загрузили, они ее не включат. Пожалуйста, у вас вы презентацию ищете? Что у вас? Нет. Дина Васильевна, у вас будет презентация? Нет, у нас Ну не тогда мы будет. вас слушаем, потому что вас слышно, видно, и поэтому вы можете общаться с нами. Извините. Я хочу рассказать о контингенте обучающихся нашей школы. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, а именно отсталостью. Соответственно, в 100% случаев наши дети имеют основания, чтобы находиться на наблюдении врача-психиатра. Только на текущий момент решение, вставать на учет психиатру или нет, остается за родителями. Поэтому из наших обучающихся 63 только процента, которые состоят на учете у психиатра. То есть так решили, рассудили родители. Еще хочу сказать, что помимо психиатрического сопровождения, наши дети также отличаются тем, что повышенно внушаемы, повышенно ведомы, к сожалению, не критичны к своему поведению. Это, конечно, во многом осложняет работу. У детей с умственной отсталостью нарушено поведение. Нарушения поведения вызваны у малышей тем, что он еще пока не знает, как нужно себя вести. То есть навыки нормального, скажем так, поведения еще не сформированы. А у ребенка уже к выходу из школы навыки поведения сформированы, но он не желает ими пользоваться, поскольку это требует от него усилий, а предпринимать усилия он не хочет. Вот такие особенности детей с умственной отсталостью. В нашей работе мы прежде всего уделяем внимание своевременному выявлению неблагополучия. В чем заключается эта работа? Для начала мы выявляем предрасположенность обучающихся к асоциальному поведению. Здесь, помимо социального педагога, классного руководителя, ведущая роль принадлежит педагогу-психологу, которые проводят разнообразные тестирования на выявление уровня агрессии, диагностика аутоагрессии. Такое тестирование традиционно проводится 2 раза в учебном году. Следующий момент – это выявление случаев неблагополучия в окружении обучающихся. Как это у нас проходит? Все вновь прибывшие обучающиеся посещаются классными руководителями. В том случае, если есть какие-то звоночки среди окружения обучающихся, соответственно, в работу подключаюсь я как социальный педагог, педагог-психолог и заместитель директора. В общем, работаем уже более расширенно, скажем так, коллективом, в зависимости от каждого конкретного случая. Также идет работа по выявлению склонности к пропускам уроков без уважительной причины. Самое часто употребляемое мероприятие по этому направлению – это проверки посещаемости. Проверки посещаемости у нас в школе проходят после каникул. Традиционно занимают где-то 1 рабочую неделю, то есть 5 учебных дней. В ходе этих проверок выявляется круг обучающихся, которые склонны, либо уже имеют прогулы, как сформировавшуюся, скажем так, черту поведения. Да? Соответственно,
По результатам этих проверок проводится и работа, которая необходима в том или конкретном случае. Зачастую здесь не идет речь именно о беседах, а здесь индивидуальная работа. То есть цель вообще всей вот этой работы по своевременному выявлению неблагополучия – это своевременно сформировать эффективный индивидуальный воспитательный маршрут в каждом конкретном случае. Следующее направление нашей работы – это организация досуговой занятости. Я не буду рассказывать, наверное, почему это нужно делать и насколько это целесообразно, это очевидно. Досуговая занятость в нашей школе организуется всегда, как бы сказать, вот по примеру текущего истекшего учебного года. У нас в школе функционировало 16 объединений школьного доп. Образования. Эти 16 объединений, скажем так, на любой вкус, на любой возраст. Это у нас и для малышей, и для детей уже более старшего возраста. Объединения эти разных направленностей: физкультурно-спортивной, технической, художественной направленности, социально-педагогической направленности. Если ребенка, предположим, на начало учебного года не заинтересовало одно учреждение доп. Образования, то он спокойно переходит в другое, формируем группы разновозрастные в таких ситуациях. Либо есть случаи, и они очень радуют, когда обучающийся, например, посещает несколько кружков, так скажем, школьных. Это очень хорошо. У нас по состоянию на конец учебного года вовлеченность обучающихся в целом по школе составляет более 91%. Ну, можно было бы цифру эту, не в цифрах дело, не ради цифр работаем. Можно было бы вовлечь больше, но дело в том, что у нас среди деток наших есть достаточное количество немобильных. И вот в этой связи, то есть, затруднительно привлекать их к работе школьных кружков. Значит, это касаемо организации досуговой занятости. Есть на протяжении 3 последних лет работает у нас кружок, руководителем которого я являюсь. Это кружок социально-педагогического направления «Правознайка». В течение 3 лет, с 7 по 9 класс включительно, мы с ребятами работали. То есть цель кружка здесь конкретно формирование правовой грамотности у наших обучающихся. Планомерно над этим мы трудились в течение 3 лет. Я бы хотела сказать отдельно по обучающимся, состоящим на учетах, потому что, к сожалению, этих детей бывает порой очень сложно вовлечь в кружки. На текущий момент у нас один всего обучающийся из обучающихся, состоящих на профучетах, начиная с февраля текущего календарного года, стал уклоняться от посещений кружков. До этого, скажем так, это посещение не было регулярным, но, по крайней мере, вовлекали, да, начиная с февраля стал уклоняться. Следующее направление – это взаимодействие с субъектами профилактики. Традиционными нашими коллегами являются комиссия по делам несовершеннолетних, отдел по делам несовершеннолетних ОПДН города Ухты, Центр помощи семье и детям города Ухты. Какие виды работы у нас проводятся традиционно? Это рейдовые мероприятия, рейды в семьи. Но это, как правило, если уже школа в одиночку не справляется и требуется как бы более расширенный круг мер принимать в отношении той или иной семьи.
Это патронаж совместный семей соцриска и обучающихся, которые находятся на разных видах учета. Я бы хотела рассказать об очень интересном опыте, не инновационный, но эффективный. Это на протяжении 2 лет, в 2018-2019 и в 2019-2020 учебных годах, по инициативе КПДН, по совместно разработанному плану у нас проходили единые дни правовой грамотности. Это комплексное мероприятие с привлечением широкого круга специалистов и инспектора ОПДН, и специалисты КПДН, и врач-нарколог у нас присутствовал, и врач-гинеколог у нас присутствовал, и специалисты. Ольга Генриховна, да выпала опять. Я же тебе говорю, нажимаю. Мышка. Так что я, разговариваю, я вообще. Ничего не все. Как раз на моем выступлении. Я же тебе говорю, мышкой нажимаю. Дина Васильевна, Дина Васильевна, продолжите, пожалуйста, потому что мы вас слушаем, все в порядке. Секундочку, да, я вам расскажу еще вот о таком, как значит, у нас единый день, извините, пожалуйста, у нас единый день профилактики проходил, да, вот я остановилась на специалистах Центра помощи семье и детям, причем это не было монотонный рассказ детям о том, как нужно себя вести, это был достаточно широкий спектр, да, и достаточно разнообразные виды работы. Проходили, в частности, тренинги, проводились беседы, именно беседы с обеспечением обратной связи с детьми, то есть ответы больше даже на их вопросы, нежели рассказы о том, как нужно жить и как нужно себя вести, чтобы быть хорошим. И я хочу сказать, что эти мероприятия очень эффективны, и единственное, что в истекшем учебном году, мы говорим о 2020-2021, эти мероприятия не проводились, но в связи с ограничением на массовые мероприятия. А следующее, о чем бы хотела сказать, я приняла участие в конкурсе со сценарием мероприятия, которое проводилось в рамках месячника правовых знаний с обучающимися с 5 по 9 класс включительно. Это было мероприятие «Правовой час». Мы разговаривали с детьми о правонарушениях. Для этого проводилась подготовительная работа, заключающаяся в анкетировании с привлечением специалиста. Это наш инспектор, который курирует нашу школу, инспектор ОПДН. Это мероприятие, оно, как бы можно сказать, далеко не уникальное, так скажем, потому что такие мероприятия у нас проводятся повсеместно. У нас, согласно школьного локального акта, проводятся классные часы на тему правовой грамотности. Это начиная с 1 по 9 класс включительно, не реже одного раза в триместр. Соответственно, получается 3 раза за учебный год. Но, естественно, что по необходимости, по текущим проблемам, такие классные часы проводятся значительно чаще. Тематика этих классных часов, она у нас подвержена такому циклично-спиральному типу. Получается, что если в 1 классе тематика такого классного часа сводится к что такое хорошо, что такое плохо, то к 9 классу мы уже серьезно говорим об основах законодательства, об основах, ну, большей частью мы говорим об кодексе, об административных правонарушениях, потому что наши дети чаще, к сожалению, нарушают именно этот кодекс, но также упоминаем уголовный кодекс и работаем над этим в системе плотно. И я хотела бы еще вот о чем сказать. Мы стараемся все-таки отходить, да, вот от увещеваний, так скажем, и все-таки заниматься по имеющимся у нас возможностям, да, заниматься исследовательской деятельностью. В частности, в истекшем учебном году на уже упоминавшемся мною кружке мы с детьми занимались и реализовывали очень интересный, с моей точки зрения, проект
У меня есть в планах его разместить в интернет-сообществе несколько позже. Это проект, назывался он у нас «Я сквернословие». В рамках этого проекта мы провели с детьми достаточно интересную работу, потому что, как известно, употребление ненормативной лексики – это показатель асоциального поведения. Она что говорит? Пусть говорит. Одно из проявлений асоциального поведения, поэтому было достаточно интересно, у нас там даже эксперимент мы проводили с яблоками, как на яблоки влияют бранные слова, и как, в свою очередь, влияют хорошие слова, добрые. Ну вот это одни из немногих, конечно, направлений в нашей работе, потому что невозможно объять необъятное. Вот так, приблизительно. Спасибо большое, Дина Васильевна. Интересный опыт вашей работы, вашей школы. Школа действительно сложная, контингент достаточно тяжелый детей. Ну, понятно, что с родителями тоже проходит такая большая работа. Хотим вас пригласить с данным опытом, с хорошим опытом работы с родителями, с детьми на форум, который пройдет осенью. Образование государства, общества, на нашу секцию, которая будет посвящена как раз-таки вот по работе, по лучшим практикам профилактики безнадзорности и правонарушений. Спасибо. Спасибо вам большое. Так, а следующую мы хотим представить Есеву Ирину Егорьевну, педагога-психолога специальной коррекционной школы-интерната села Усть-Кулом. Работа по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в школе-интернате, уверенности в себе, повышению уровня самоконтроля, ожидаемые результаты. Учащиеся знают основы законопослушного поведения, не совершают противоправных действий. В ходе работы по данной программе для определения ее результативности педагогам-психологам и социальным педагогам применяют следующие виды контроля. Текущий на каждом занятии и итоговый в конце учебного года. Виды контроля, устный опрос и наблюдение. Форма проведения итогов реализации данной программы – применение учащимся полученных знаний на практике и отсутствие фактов правонарушений и безнадзорности. Спасибо за внимание. Спасибо большое Ирине Егорьевне. Хочется также сказать огромное спасибо, конечно, всем специальным коррекционным учреждениям. Это школы, школы-интернаты, детским домам, выразить огромную благодарность за то, что они приняли участие в нашем конкурсе, потому что действительно достаточно сложно работать с такой категорией детей. Детей в первую очередь коррекционных школ, поскольку это дети все-таки с определенной нозологической группой, с определенным нарушением. Ну и, безусловно, это родители и дети без родителей. Это еще более сложный вариант работы, конечно, там достаточно сложные направления работы, поэтому огромное спасибо всем педагогам, которые включились в данную систему работы. А сейчас я хочу передать слово Александру Викторовичу. Ну, уважаемые коллеги, мы плавно с вами переходим уже, наверное, в такую более старшую группу, условно говоря, да, поскольку в нашем конкурсе принимали участники, представляющие профессиональные образовательные организации республики, и действительно мы говорим о том, что этот контингент также, наверное, еще более сложный, если мы говорим по сравнению, например, со школьниками и так далее. И вот те явления, о которых мы сегодня с вами активно обсуждаем, конечно же, проявляются гораздо чаще. И вот сейчас мы хотели бы предоставить слово Светлане Николаевне Аленовой, социальному педагогу Воркутинского политехнического техникума,
тоже являющийся непосредственно победителем данного конкурса, и, соответственно, для представления опыта работы Воркутинского политехнического техникума. Светлана Николаевна, уважаемая, пожалуйста, подключайтесь. Да, мы видим, что вы подключаетесь. Добрый день. Мы рады вас приветствовать. Поздравляю еще раз с тем, что вы стали победителем, одним из победителей. Мы видим вашу презентацию, поэтому передаем вам слово. Спасибо вам большое. Я тоже хочу поздравить всех участников с победой и также продолжать дальше работать. Ну, я начну свой опыт передать. Я хочу сказать, что я сегодня расскажу о первом социальном проекте, который действовал с 2012 года на базе нашего техникума. Это проект был при поддержке благотворительного фонда «Дорога к дому» компании «Северсталь». Ну а теперь мы, конечно же, накопив опыт, применяем его у себя в техникуме. Именно так вот и работаем, потому что был результат. Итак, в 2018-2019 год я буду обобщать здесь. Забуду переключить. Значит, реализовался этот социальный проект «Рука об руку». Тема социально-психологическая адаптация подростков группы риска через реабилитационный досуг. Конечно, с 2012 года мы начинали работать с детским домом номер 18 города Воркуты. И только у нас целевая группа была – это сироты, несовершеннолетние дети-сироты, которые вступили в конфликт с законом. Далее у нас расширялся, участники целевые группы расширялись, то есть мы брали только студентов и детей-сирот, то есть подростков-сирот, независимо, школьники они или наши студенты. И теперь мы уже вот в 19 и 18-19 год вышли даже на город, школы города. В основном основная масса у нас была, конечно, коррекционная школа. Так, ну здесь вот цель, задачи, целевая группа. Я не хочу, лучше подробнее остановлюсь на критериях, которые мы выбирали, по каким критериям работали. Эффективным способом преодоления трудновоспитуемости подростков является вовлечение их в социально значимую деятельность с последующим изменением отрицательных черт личности. Изюминкой нашего проекта было то, что мы работали с ребятами детского дома, которые потом шли к нам поступать. То есть мы сопровождали, получалось. И вот психологическое сопровождение в нашем проекте было направлено на отработку навыков социализации, сотрудничества, процессов самопознания и самокоррекции. Применяемые технологии в проекте: технология сотрудничества, развитие мотивов межличностных отношений у подростков, развитие способностей к самопознанию и уверенности в себе подростков, технология воспитания активного гражданина, личностно-ориентированная технология, технология саморазвивающего обучения, педагогика сотрудничества, здоровье сберегающие технологии. Значит, психокоррекционные методы, песочная терапия, в том числе космический песок применялся, тренинги эффективного общения, музыкотерапия, арт-терапия, сказкотерапия, медиативная гимнастика. В результате таких занятий у подростков отмечается следующее: улучшение настроения, появление оптимистичного настроя, позитивного взгляда на мир, получение положительных эмоций, снижение тревожности и беспокойства, уменьшение раздражительности и проявлений агрессии, отдых нервной системы, снижение излишней возбудимости. Вот так, это я сейчас, извините, переключу. Направления, то есть они назывались у нас услуги в проекте, но это вот направления, по которым мы работали. Значит, клуб правового просвещения «Право и я», который мы тоже организовали в рамках проекта, это деловые игры, метод работы в малых группах, эвристические беседы, правовые викторины, пиар-акции, правовые пиар-акции. Значит, в год экологии, это, по-моему, 17-й год, был у нас создан в рамках тоже проекта «Экология личности». Проект «Экология личности» – это
шло от ребят. Ролевые игры, тренинги правовых знаний, тренинги позитивного опыта. В эти года, 18-19, значит, работал на проекте «Творческий кружок «Фантазия» внутри». То есть у нас было 6 специалистов в этом проекте. Глинотерапия в этом кружке в основном, на чем он основывался, и благотворительные концерты с группой населения, которые находились вот значит, в защите населения, которые не ходячие, не выходячие. Мы честно с ними сотрудничали как партнеры. Далее у нас направление было профориентационное, проводилась профориентационная диагностика, договоренность с 23-й школой была, у них там оборудовано, значит, Воркута-Уголь оборудовала полностью кабинет и программы. По программе «Ориентир» проходили наши ребята профдиагностику. Проводила психолог профориентационные тренинги и экскурсия на предприятии. Это профориентационная работа. Организация благотворительных акций «Твори добро», «Дари улыбку», помощь пожилым людям и многие-многие другие. Тренинги эффективного общения. Ну, экологические викторины, акции, направленные на формирование потребностей в здоровом образе жизни, витаминка, скажи наркотикам нет и так далее. Деятельность специалистов проекта предполагала использование многих технологических и социальных инноваций. Следующий слайд я просто покажу, пролистну, что это наши партнеры. Детский дом, отдел молодежи, СКОШ-42, Воркута-Уголь, Северстар Менеджмент, МОУ СОЖ-23, Центр помощи семье и детям, волонтерский отряд на базе нашего техникума «Белый тигр», администрация, весь коллектив нашего техникума, ОПДН, КПДН и управление отдела опеки и попечительства. В рамках проекта была сформирована, значит, программа профилактики правонарушений, преступлений, подросток и закон. Основные направления на слайде. Значит, здесь проводились у нас правовые викторины, правовые игры, презентации, изготовление и распространение буклетов, закладок, информационных листовок. Вот немного только перечислю. Беседы с показом презентаций, Конвенция ООН о правах ребенка, виды соучастия в преступлении гражданином быть обязан, допрос несовершеннолетних, как сказать нет негативному влиянию, уголовная и административная ответственность несовершеннолетних. Викторина, права ребенка, права человека, акция по правовому просвещению, твои права. Юридическая консультация, спросите у знатоков. Это встреча с инспекторами по делам несовершеннолетних и социальным педагогом. Круглый стол по правовым вопросам с представителями опеки и представителями правоохранительных органов. Встречи с успешными людьми. Значит, у нас теперь создана хорошая библиотека. Как она, интернет-библиотека, да, это всякие разработки, интеграция правовых и деловых игр, видеофильмы, музыкальные видеоклипы, разработки бесед, социальные ролики, которые мы создали. Ну, все, я на конкурс не могла послать, но вот выслала там основное. Разработки презентаций ребятами, права ребенка, уголовная и административная ответственность. Тот материал, который мы привозили с семинаров города Череповца, куда мы ездили на обучение, либо на обмен опытом и даже выступали со своим проектом на международной конференции. У нас вот такой опыт есть. Так, следующее у нас идет, я хочу рассказать про результаты диагностики. Конечно же, мы начинаем свой проект, если как для ребенка, это заключаем с ним контракт, который мы пригласили, а вы знаете, что куда-то вовлечь в какую-то деятельность несовершеннолетнего, приступившего закон или склонному к правонарушениям, это очень тяжело. Поэтому мы придумали такой контракт, где ребенок, значит, в ходе беседы, в ходе презентации нашего проекта, да, может подписать этот контракт, как бы сам соглашаясь на то, что, но чтобы ребенок, он несовершеннолетний, не может сам такую деловую бумагу подписать, да, мы подключаем к родителей, то есть мы этот контракт даем, они дома обсуждают, ну, принесет, значит, участвует, не принесет, значит, опять уговариваем, работаем с этим ребенком.
Начинаем мы в проекте работу с диагностики социально-психологических проблем ребят, участников проекта. По ее итогам составляется индивидуальная программа психологического развития. Затем проводим профессиональную диагностику, которая помогает подросткам с профессиональным самоопределением. Основополагающим направлением для реализации задач проекта является индивидуальная и групповая работа по социально-психологической адаптации. Индивидуальные консультации и беседы проводятся всеми сотрудниками проекта, специалистами, которые являются личными кураторами данного участника проекта. Ну, мы их называем еще клиенты нашего проекта. Это обеспечило индивидуальный подход и повышение мотивации для активного участия в проекте. Но развивающие социально-психологические тренинги проводит психолог проекта. Ну, в процессе групповых занятий проведена была диагностика по нескольким направлениям: межличностных отношений, конфликтности, тревожности, личностного роста. Значит, на экране вот видите здесь взяли группку, ну, у нас ребята приходили по группкам в определенное время, в определенные дни недели, потому что мы их тоже разделили по модулям, они у нас занимались и ходили. Кому-то требовалось больше педагог-психолог, кому-то больше нужно в общественной жизни поучаствовать. То есть вот здесь вот тоже мы подразделяли по профилактике с этими ребятами. Ну, тоже останавливаться не буду. Это есть презентации, как кто заинтересуется из участников, и то можно будет, значит, посмотреть, какие у нас проведены диагностики. Так, это за 18-й был год. А вот здесь показатели у нас педагог-психолог, значит, показатели за 19-й год. Вот, например, за первый квартал 2019 года. Это где-то приблизительно апрель 2019 года. Значит, здесь подразделила психолог девушки и юноши, а вот у меня есть, что физическая агрессия, например, на этой входящей диагностика 64%, косвенная агрессия 64%, раздражение у 55%, негативизм 55%, обида 36%, подозрительность 55%, вербальная агрессия у 73%, чувство вины 73%. Преобладает вербальная агрессия, чувство вины. Вот над чем нам нужно, рекомендовал психолог, нам работать. И в этом помогает. Ну и сама, и нам. То есть вот по таким. Дальше у нас идет уже показатели за второй квартал. Ой, извините. Волнуюсь сейчас я. Ага. Угу. Вот первый и второй квартал. Агрессия. Ну, в общем, диагностика у нас была на уровне, значит, на таком, на который мы основывались. Здесь без нее никак невозможно было построить дальнейшую работу. Далее у нас социальная эффективность деятельности проекта определяется уровнем удовлетворенности педагогов, клиентов, социальных партнеров, общественности. В контракте клиенты прописывали свою цель, которую они могли, ну, например, хочу бросить курить. Вот с этого хотя бы начинали. Или хочу там научиться общаться. То есть вот такие были цели у нас, которые они желали выполнить и достичь. В конце квартала специалисты индивидуально с каждым клиентом проекта возвращаются к целям и в беседе узнают, что получилось, что еще трудно выполнить, как достичь нам эту цель. Ну и далее, если цель выполнялась, то мы загадывали следующую цель, да, что вот это. То есть из одного вытекает другое. А для чего мы эту цель брали? Что мы будем дальше? То есть вот такая работа проводилась. Конечно, на каждом конкретном временном периоде работа по профилактике не дает ясно видимых положительных результатов, но работа эта необходима, и дорогу, как говорится, осилит идущий. В конце каждого занятия мы, значит, предлагали либо анкету, либо ватман, и ребята там общие выражали свое мнение, то есть это была обратная связь, что удалось, что понравилось, что не понравилось. И обратную связь мы получали также в дневнике личностного роста, который вели они на тренингах с психологом. То есть каждая страничка, это каждый день заполнялся ребенком. То есть буквально 1, 2, 3 слова, либо рисунок, как ему хочется. Следующий у нас
идет обратная связь. Вот некоторые, может быть, отзывы можно будет здесь зачитать. Но я хочу добавить, что я могу приносить радость общения, Маргарита. Мне трудно говорить о себе при всех. Вот так нам выразился один клиент нашего проекта. Играя в песок, забываешь обо всем плохом. На этих занятиях я нахожусь здесь и сейчас. Мои мысли уводят меня в лучшую жизнь. Теперь я точно знаю, что необходимо делать, чтобы изменить свою жизнь. Он, песок, такой же, как и я. Если на меня давить сильно, я закрываюсь, твердею, меня не пробьешь. А вот если тихонечко, не грубо, так я растекусь, как этот песок и так далее. Вот такие были отзывы. Очень интересно было, что ребята нам писали. Ну, здесь план проведения добровольческих и фандрайзинговых мероприятий на, вот, например, пример это 2018 года, где мы могли поучаствовать в своем городе. Так. Ожидаемый результат. На каждую задачу мы должны были написать, что мы ждем от каждой задачи. Для чего мы ставим задачи? Чтобы был результат. Поэтому мы на каждую задачу писали вот результат. Ну вот первая у нас задача. Повышение правовой грамотности целевых групп проекта. Результат. Отсутствие преступлений и правонарушений среди подростков, участников проекта. Формирование и закрепление адекватных форм поведения, реагирование на основе полученных знаний и достижений. Умение говорить «нет» вредным привычкам и соблазнам преступного мира. Ну и, естественно, ответственность, развивать свою ответственность. Задача 2, задача 3. И так на каждую задачу вот свой результат. Мы шли к этому. Виды отчетов, которые, значит, специалисты должны были предоставить нам, ну и также мы отчет должны дать своим благотворителям, жертводателям, как они в договоре прописываются. Это вот обязательно отчеты, анализы, показатели. Вот сейчас мы выйдем на показатели. Качественные и количественные критерии, то есть показатели, на которые мы выходили и должны были их оценить. Все это, конечно, было сложно, но мы научились, нас научили, мы ездили для этого в Череповец, мы общались через онлайн, тогда это было очень хорошо, у них разные вебинары посещали, также учились, специалисты многому учились, опыт передавали и в городе, и по школам, и в Центре помощи семье и детям собирали социальных педагогов, то есть делились. Нам не жалко, мы все всем расскажем, все покажем, что мы умеем, чему учимся и до сих пор учимся еще. Вот в первую очередь, когда мы решили сделать такой проект, извините, время уже, конечно, больше, чем я заранее, еще одну минутку, мы, конечно, вышли на город. Какая же проблема в городе? Какая проблема в детском доме? Какая проблема у нас в техникуме? То есть мы это объединили и взяли вот такую проблему, что действительно, да, нужно нам работать с этими подростками, но, естественно, не во время уроков, а после уроков. А кто будет этим заниматься? Когда? Ведь после уроков мы тоже идем домой, правильно? Ну и вот так вот мы пришли к этому времени, узнали, что есть такой конкурс, проходит ежегодно в городах присутствия Северстали на программе в благотворительном фонде «Дорога к дому». Мы написали туда проект, нас одобрили, то есть каждый год, ежегодно мы писали проект, участвовали в конкурсе. И вот 7 лет подряд мы побеждали. И вот мы в 2019 году закрыли свой проект, потому что у нас накопился опыт, с которым мы можем поделиться. Этот опыт мы применяем в своей работе. Иногда, знаете, вот нужно сделать вот так, вот так, вот так, и никак иначе. А через проект мы могли сделать вот так, перескочили и пошли дальше. То есть без какой-то инстанции, без какого-то лишнего письма и затраты времени. То есть это очень было нам удобно. И вот теперь показатели влияния проекта на ситуацию в городе, что вот сколько мы сняли с учетом МВД приказов. Даже у нас есть видео социальных партнеров КПДН, начальник, секретарь. Она выступала, что и в своем интервью она сказала, что как хорошо, что очень мало стало приходить на КПДН студентов ВПТ. Это знаете, как было приятно. Вот. Также у нас партнеры Воркута-Уголь тоже, что перед ребятами они приезжают. Их отдел молодежи, их молодежный отдел приходил к нам на беседу. Молодые парни рассказывали, что они тоже были такими ребятами, что, то есть из своего опыта приводили. Вот такие вот встречи с успешными людьми. Ну, говорить можно, я могу много что рассказать, поделиться еще, если кого-то заинтересуют какие-то критерии.
какие-то, я могу выслать и электронно, и поделиться опытом, ради бога. Ну, может быть, вот результаты у нас за те года, что мы охватили психологическое сопровождение 112 несовершеннолетних подростков. Естественно, кому исполняется 18 лет, они приходят к нам и говорят, ну не покидайте нас, не выгоняйте, мы будем у вас волонтерами, но мы будем с вами. То есть даже вот так было. А, конечно, поначалу затянуть их очень тяжело в этот проект. Они не хотят ничего. Не хотят делать. Но когда их заинтересуешь, с ними поработаешь, с ними поговоришь, с каждым, до каждого дотронешься, до каждого погладишь, есть эффекты, можно работать. Взаимодействие со стейкхолдерами – это наши партнеры, табличка. Тоже результаты взаимодействия. Вот не просто так мы, а что мы от них хотим, а что они от нас хотят. Изменения у целевых групп, достигнутые в ходе реализации проекта. Вот, например, 2018 год у нас был. У 42 подростков произошли позитивные личностно значимые социальные изменения. 10 клиентов снято с учета МВД за год. Это 17%. Количество несовершеннолетних, у которых снижен риск правонарушений, 30 клиентов. То есть, вот, понимаете, улучшилось межличностное взаимодействие с родственниками. 80 родителей за 2 года мы проконсультировали, как вести себя с ребенком, как с ним общаться, как его встречать с техникума, со школы, как его проводить в школу. То есть вот такие даже были. Результаты за 2018 год тоже у меня представлены в табличке по нашим критериям. Ну, что новое у нас было в 2019-2018 году, это оборудованная комната для релакс-занятий. То есть у нас была какая-то сначала маленькая комната, мы приобрели трубу, эту водяную с рыбками для психолога. А сейчас у нас на базе техникума, благодаря гранту, который выиграли компьютерщики, в общем, тоже там для релакс-комнаты приобретали и пуфики, и все. На сайте у нас это есть, в ВПТ, можно посмотреть. И то, что новое у нас, мы объединили, теперь вышли на город, на школы, и можем с ними работать. То есть, ну, не все соглашаются, может быть, боятся чего-то, но мы вот стараемся привлечь именно коррекционную школу. Более, как в отдел молодежи мы пришли, начальник отдела молодежи сказал, что у нас вот более, как он, не криминальная школа, а вот где более преступления и правонарушений, где таких ребят, вот такая-то школа, вот туда надо выйти. Ну, собираем сумки и пошли. Ну и новый у нас кружок фантазии, я уже говорила, что здесь космический песок, благотворительные акции. Ну вот наша команда проекта, молодые специалисты, а здесь мои данные, есть электронка и телефон. Спасибо за внимание. Спасибо, Светлана Николаевна. У вас есть вопрос? Нет. Ага. Светлана Николаевна, огромное спасибо. Да. Спасибо за ваши данные, по которым мы можем с вами связаться. Спасибо всей команде, которая представлена в данном случае на этой фотографии. И, конечно же, за тот опыт, который вы представили. Действительно, выход, наверное, за рамки только локальные какие-то самого образовательного учреждения, оказание помощи уже в целом всему городу и так далее. Это, наверное, удивительная такая практика, которая интегрирует усилия всех, но и в первую очередь, наверное, все-таки вашего учреждения в решение таких вот главных вопросов в данном случае. Та позитивная динамика, которая, собственно, представлена была, да, она как раз импонирует в отношении этой практики, в отношении этой программы всего проекта «Рука об руку». Еще раз выражаю вам огромную благодарность и вам, и всему коллективу, который участвует в реализации программы, а также приглашаем вас принять активное участие в работе форума на нашей площадке, которая будет посвящена в данном случае этой проблематике. Нас, конечно же, заинтересовали те технологии, которые вы применяете и используете, те эффекты, которых вы добиваетесь, ну и те средства, которые, возможно, в вашей работе являются авторскими, например, дневник личностного роста и так далее. То есть, по сути, методика работы с которыми может быть интересна широкому кругу специалистов, работающих, в том числе в данном направлении. Ну, а в самом завершении нашего круглого стола мне хотелось бы задать вопрос еще Антонине Николаевне Евсеевой по поводу тех практик профилактики безнадзорности правонарушений, которые условно можно рассматривать в настоящий момент как
собственно, инновационные или новые, эффективные и так далее. В целом, на что бы вы обратили внимание участников круглого стола? Но я хочу сначала выразить восхищение Светлане Николаевне и ее команде за такую огромную и трудоемкую работу, которая принесла видимый эффект. И действительно, программа может быть взята на вооружение, и некоторые ее компоненты, вот в частности, Светлана Николаевна называла элементы игротерапии, которые вот в настоящее время действительно начинают широко применяться. Вот нашими студентами тоже пишутся проекты по профилактике девиантного поведения, безнадзорности, потому что мы тесно работаем с социальными службами города Сыктывкара. Вот в прошлом году у нас был реализован такой проект с применением элементов анималотерапии. Ну, дети в большинстве своем действительно неравнодушны к животным, поэтому вот школьники одной из школ, которые стояли на учете, к которым были претензии по поводу обучения, поведения, вот 14 человек участвовали в проекте, и в течение полугода наши студенты работали с ними на базе вот школы, и договор был с собачьим приютом. Вот потом мы получали много благодарностей по поводу того, что дети действительно изменились в лучшую сторону. Или, например, наши студенты писали проект по работе с детьми с инвалидностью. Проект назывался «Фотонастроение». Мы обучали детей, 6 человек всего, фотографировать, в результате чего появилась в городе огромная выставка этих фотографий, благодарности родителей. То есть мы обучили этих детей не только фотографии, но еще и интегрировали их в социум. Поэтому вот я благодарна Светлане Николаевне, что она идет в ногу со временем и вот как раз показала нам пример того, что, может быть, это не столько новое, сколько хорошо забытое старое, как, например, там же в арт-терапии, вот еще глинотерапия, прекрасное занятие в свободное время для того, чтобы отработать и свое психическое состояние. Танцетерапия, вот мы применяли в своих проектах, музыкотерапия замечательно, терапия с элементами кино. Так что вот я желаю всем будущим участникам проектов активно использовать вот эти элементы в своей работе. Спасибо. Спасибо, Антонина Николаевна. Ну, а в самом конце нашего круглого стола мне хотелось бы резюмировать, и я предлагаю это сделать также и Наталье Александровне, высказать несколько мнений относительно нашей сегодняшней встречи. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, как сегодня анонсировала Галина Владимировна, это наша первая встреча, посвященная как раз обобщению тех практик, которые используются, применяются в образовательных организациях республики. Предваряя вот ту встречу, которую мы запланировали уже на осень в рамках секции, конечно же, мне хотелось бы пригласить всех победителей и призеров республиканского конкурса принять активное участие. И, конечно же, да, те, кто смогли или не смогли сегодня присоединиться, представить в том числе и опыт своего учреждения. Да? Например, сегодня у нас принимает участие Наталья Леонидовна Чеботарева, поэтому мы представителей детского дома имени Католикова также ожидаем на этих встречах. Наверное, самое главное – это, конечно же, наше с вами отношение к той проблеме, о которой мы сегодня с вами говорим. Любые, по сути, предвестники или какие-то определенные ситуации, могущие, так скажем, потенциально впоследствии выразиться уже в стойком, например, стойких правонарушениях, в целом в таком явлении, как безнадзорность, не должна оставаться незамеченным. Именно наше отношение к этой ситуации позволит, собственно, минимизировать, например, уже в подростковом и юношеском возрасте данную категорию детей, а значит повысить, в общем-то, качество жизни всех. Конечно, мы с вами помним, что главный фактор, конечно же, это социальный агент, так скажем, да, первый в жизни ребенка, любого ребенка – это семья.
Но мы, как, собственно, представители самых разных образовательных организаций, конечно же, осуществляем эту помощь комплексно. Это не может быть действие только, например, отдельно социального педагога или только педагога-психолога. Это действительно работа команды всей образовательной организации, может быть, даже не только, потому что вот сегодня, например, Воркута представила как консолидация, допустим, многих, например, на базе одного образовательного учреждения, позволит решать проблему не локально, а уже даже на уровне, например, муниципалитета. Интеграция ресурсов самых разнообразных, человеческих, например, да, каких-то технических, может быть, связанных с использованием средств и так далее, территориальных, условно и прочее, это, наверное, позволит многим образовательным организациям решать данные, собственно, вопросы. Конечно, может возникнуть вопрос, а когда нет таких специалистов, которые, в общем-то, в штате не могут оказать помощь, подсказать и так далее. Я думаю, что вот информация о работе республиканского нашего ресурсного центра и ряда других центров, так скажем, да, действительно поможет определенным образом хотя бы выстроить эту работу. И, конечно же, институт открыт к взаимодействию со всеми образовательными организациями для того, чтобы мы могли оказать вам помощь в решении самых разных вопросов, в том числе, может быть, и подготовки педагогических кадров и так далее. И, наверное, из выступления Антонины Николаевны мы уже четко понимаем, что овладение педагогическими работниками, психолого-педагогическими технологиями, так скажем, психологизация и процесса обучения, процесса воспитания, наверное, является главным, так скажем, трендом, который позволит нам достичь всем успехов. Поэтому мы, конечно же, вот завершая нашу встречу, хотели бы пожелать всем вам и в том числе нам совместной плодотворной работы по решению задач, связанных с профилактикой безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся. Также, конечно же, пожелать творческих поисков вот в этом направлении, для того, чтобы наши практики действительно обновлялись, были эффективными, и мы могли их тиражировать уже не только внутри, допустим, нашей республики, но и представлять на самых разных уровнях. Татьяна, вам слово. Да, спасибо, Александр Викторович. Конечно, присоединяюсь ко всем словам, что вы сказали. Конечно же, в первую очередь хочется сказать о том, что профилактика, наверное, это одна из важнейших составляющих любой работы психолога, логопеда, дефектолога, соцпедагога, неважно, любого специалиста, работающего с детьми, в первую очередь. Это либо дошкольное учреждение, либо это школа, то есть неважно. Вот профилактика это все-таки является такой базой, основой, дабы потом уже не пожинать плоды уже другого, скажем, вида деятельности наших детей, когда уже вот это вот небольшая часть уже будет упущена, когда уже действительно сложно работать, когда уже тяжело работать, когда уже нужно действительно находить какие-то другие пути решения. И поэтому, конечно же, присоединяюсь ко всем сказанным словам и приглашаем всех специалистов на наш форум принять участие, показать свои практики, рассказать свои интересные находки, поделиться с нашими педагогами. Ну, а нам остается еще поблагодарить Антонину Николаевну, которая любезно согласилась сегодня принять участие в нашем круглом столе, доценту кафедры социальной работы и психологии СГУ имени Екатерины Сорокина, кандидату психологических наук. Антонина Николаевна, мы благодарим вас за участие, за ваше экспертное мнение, за ваше... Спасибо, что вы меня пригласили, было очень интересно. Уважаемые коллеги, до новых встреч в студии института, либо на других площадках. Всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания.